Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Приветствую зрителей канала Даймохк Онлайн. Сегодня мы снимаем видео специально для этого канала, для канала Даймохк Онлайн. С вами Амин Тисаев. И сегодня мы хотим посвятить наше выступление теме, которая уже достаточно долго не дает покоя представителям Кавказа. Касается она известных обществ, по крайней мере письменных источниках, часто упоминаемых кистов и дзурдзуков. И прежде чем перейти к новейшим результатам исследований, которые были проведены в последнее время, следует сделать небольшое вступление относительно того, что это за общество, чтобы люди имели какое-то представление, если кто-то не знает, о чем идет речь. Кисты и дзурдзуки – это кавказские племена, это предки современных махчийских племен. И оба этих народа, хотя это фактически один и тот же народ, который именуется по-разному, в различные периоды носил этот народ имя кисты, имя дзурдзуки, мы сейчас подробно об этом скажем. Так вот, это обозначение предков чеченцев и ингушей, это история и Чеченской республики, и республики Ингушетия. Хотя некоторые пытаются сегодня ограничить распространенность этой истории на отдельные какие-то общества. Значит, достоверно известно, что территория современного, горная территория от Терека до современной республики Дагестан, по крайней мере в последнее время, это горцы. Значит, они в документах и на исторических картах, в том числе архивных, допустим, РГВА, Российский государственный исторический военно-исторический архив, значит, горцы на этой территории были обозначены под термином кисты. Значит, если речь идет о территории современной горной Ингушетии, то есть это мецхалы, значит, это джейраховцы, это веппинцы, они обозначались как дальние кисты, и уже львиная доля, даже не львиная, а вся горная полоса, значит, Чеченской республики обозначалась просто как кисты или кистины. Это такие общества известные чеченские, как Мелхи, как Майстой, как Терлой, как Кей, как Экты. Значит, в некоторых картах упоминаются Нашхой, значит, Чанти, Зумсой, Шарой, значит, местами даже Шутой обозначается. То есть вся горная полоса Чечено-Ингушетии бывшей. Этноним кисты упоминается в армянской географии, которая Падканов датировал VII веком, и приписывается она Анане Широкаци. В форме куст упоминается там этот термин. Значит, и его различные вариации, кист, кишт, куст, все означают одно и то же. Вместе с тем, для обозначения чеченцев или нахчийской общности термин кист употреблялся в основном после XVIII века, и включая XVIII век, скорее уже вторую половину его. А в древний период в письменных источниках, в основном речь идет о грузинских источниках и армянских источниках, конечно, употреблялась форма дурдзук или дурцк или дурц. И, значит, возникает вопрос относительно того, какая этимология у этих понятий, почему эти два понятия употребляются и употреблялись в отношении чеченцев. И если, допустим, говорить про сегодняшний день, до недавнего времени грузины употребляли термин кист или кисты для обозначения чеченцев вообще, и уже на сегодняшний день термин чеченети вытесняет в Грузии, то есть название чеченети. Ну, это влияние, конечно, масс-медиа в современном мире. Собственно, до сих пор употреблявшиеся кисти, оно вытесняется понятием чеченети. То есть это процессы закономерные. Вместе с тем, вопрос, который до сих пор окончательно он не был раскрыт. Что означает кист, что означает дзурдзук, почему эти термины употреблялись по отношению к предкам чеченцев, и какое происхождение имеют эти слова. В недавних исследованиях мы с коллегой нашим Магомедом Башировым провели ряд исследований, опубликовали это в статьях и разобрали этимологию через семантику в том числе, то есть значение происхождения вот этих вот слов кист и дзурдзук. И прежде чем четко указать на их значение, которое нами было раскрыто, следует сделать небольшое предисловие.
Надо сказать, что попытку перевести слово «дзурцук» производил целый ряд авторов. Это выдающийся чеченский этнограф Ахмад Сулейманов, это Генко, это Шавхелишвили, грузинский исследователь, и другие. Допустим, Генко считал, что название чеченцев дзурцук можно связать с осетинским словом дзурдзик, которое означает «каменная яма» или же «ущелье». И, значит, другие источники также пытались произвести этому перевод. Мы же пошли несколько иным путем. Надо сказать, что в индоевропейских языках существуют различные слова, которые связаны и созвучны с термином дзурцук. Но сначала перейдем к армянскому языку. Дело в том, что армянский вариант термина дзурцук, дзурцук это термин, который фигурирует в грузинских источниках, армянский его вариант дурцк. Оно более сокращенное название и с точки зрения, нашей точки зрения, более архаичное. Мы разобрали это слово на все его составляющие. То есть у нас идет основание дур, как корень этого слова. Значит, следующая буква «ц» и последняя буква «к». Дур, «ц», «к». То есть дзурцуки в древнеармянском варианте – это дурцк. Убрав дур, мы перешли к букве «ц». Что такое буква «ц» в армянском языке в названиях каких-то обществ? Допустим, существует фамилия Шабаньянц, существует фамилия Адонц и так далее. То есть это формат, который употребляется для обозначения какой-то общности. Фамилии, значит, и даже какой-то мини-этнической общности. Следующая буква – это «к». Значит, дурц и «к», дурцк. Что означает буква «к»? В армянском языке буква «к» употребляется как топоформант, то есть при обозначении названия местностей. Допустим, есть область Гугар-К по названию его центра Гугара. Значит, есть местность, которая называется Сюник, есть местность, которая называется Тайк. То есть это «к» в древнеармянском языке – это топоформант, то есть формант, частичка, употребляющаяся для обозначения какой-то местности. Таким образом, дурцк буквально можно перевести с древнеармянского языка как область или страна, где проживают люди из фамилии Дур. И мы приходим к корню Дур. Точно такая же этимология очевидная в грузинском варианте этого слова, потому что дурдзук или дурдзк то же самое, что и дурцк армянское. И вот опять же мы подходим к вопросу, что же все-таки означает вот это вот корневое дур. Вообще термин дурдзук, по мнению некоторых исследователей, связан с водой, речкой, которая есть и в Тушетии, которая есть и в Кахетии, это грузинские области. Называется она Дурджа. То есть дур опять здесь обнаруживается корень. А здесь надо сказать, что дурджа или дуржа, в ней обнаруживается еще одна частичка, конечно же, которая обнаруживает параллели в чеченском языке. Допустим, тоже название речек в Чечне – это Сюэлжа, это Шалажа, это Элстанжа и так далее. И в этом смысле мы обнаруживаем, что в слове «дуржа» существует чеченская форма для наименования какой-то речки. То есть это гидроформант, так сказать. И опять же мы видим здесь корень «дур». Наконец, мы начинаем разбирать вот этот вот корень «дур», который в индоевропейских языках имеет различные вариации. Так вот, в армянском языке слово «дзор» означает «ущелье». Если говорить про, значит, английский язык, слово «door» означает «дверь». Собственно, русское слово «дверь», опять же, имеет тот же самый индоевропейский корень «дверь». И если мы перейдем к персидскому языку, то в персидском языке «дур» или «дор» означает «врата» и «ущелье», горные врата, ущелье. Даже в чеченском языке на сегодняшний день в Аргунском ущелье есть топоним, называется он «дюра», который тоже означает «горные ущелья». Таким образом, мы приходим к выводу, что основой слова «дзурдзук» выступает корень «дур» или «дзор» или «дзур», и оно связано с каменистой и горной местностью, конкретно с ущельем, с вратами в ущелье. Возникает вопрос, есть ли этому какое-то историческое подтверждение? Как оказалось, оно есть.
Баладзори, значит, это средневековый автор, точно так же, как и Ибн аль-Факих, сообщает о том, что Дзурдзукетия, то есть страна дурцков или дурдзуков, она была представлена 12 ущельями-воротами, 12 проходами, каменными укреплениями, которые контролировали дурдзуки. Это были как бы пути между Азией и Европой, то есть транскавказские магистрали, они контролировались этими дурдзуками и имели стратегическое значение для держав того времени, для Римской империи, для Персидской империи и так далее. То есть считается, что даже эти крепости якобы были построены Ануширваном и посажены в них в качестве гарнизона дурдзуки. Таким образом, мы получили историческое подтверждение данной интерпретации и этимологии слова «дурдзук» или «дурцк». То есть дзурдзуки или дурцки – это люди, вратники. Дурдзукетия – это страна вратников, то есть людей, которые стерегут ворота. Теперь мы переходим к термину «кист». Значит, это уже современный, скажем так, вариант. Термин «дзурдзук» он был вытеснен, он постепенно стал уходить в 18 веке, хотя фиксируется он, если верить тем источникам, которые сегодня существуют, ориентировочно 3 веком нашей эры, потому что дзурдзуки впервые, насколько нам известно, упоминаются при первых иберийских царях Фарнаозе и при Саурмаге. Значит, так вот, термин «кист», к которому мы переходим, который вытесняет термин «дзурдзук» для обозначения чеченцев с 18 века, что же означает данное понятие? Дело в том, что и сегодня этническая группа чеченцев, проживающая на территории современной Грузии, называются кистами. Мы уже сказали, что на картах РГВА, Российского государственного военно-исторического архива, кистами обозначались вообще все горные общества, то есть общества, которые проживают, опять же, в тех же горных ущельях. И для того, чтобы раскрыть этимологию, значение слова «киста», мы, опять же, обратились к местной чеченской топонимии. Так вот, на территории Чечни есть область, которая называется Кеймохк. Значит, здесь обнаруживаются топонимы Искоул Кеймохк, его так и называют сами кейцы. Буквально это означает 9 врат, кейское владение или кейское ущелье. Значит, другое название этой местности Искеюх. То есть, опять же, мы видим здесь то же самое Ис-9 и Ке. И вот это вот Ке – это древняя форма, одна из древних форм для обозначения слова «ворота». Коу – это сегодняшняя классическая литературная форма, которая происходит от слова «кау». Значит, и более древняя его форма этого слова в чеченском языке – это «ке». Итак, теперь мы переходим к названию самих кейцев. Кейцы, они называются и ки, и кей, это форма множественного числа, где мы снова обнаруживаем корень этого слова, который тоже уходит в слово ке, то есть ворота, древнее слово, древняя форма чеченского слова врата. То есть получается, что кей буквально означает, значит, люди-вратники. То есть мы получаем чеченскую этимологию, чеченское слово, означающее «вратники» или «врата», которое имеет совпадение с тем же самым нечеченского происхождения термином «дзурдзук». Мы идем дальше. Если мы, допустим, Ахмад Сулейманов об этом писали грузинские исследователи, они пытались разобрать слово «киста», «кисты» на две части – «ки» и «ста». Что такое ста? Ста – это формат, который распространен в гоногорной полосе Чечни и в обществах, допустим, соседних с кейцами. То есть малхиста у нас идет опять малхиста, значит майста, майста. Тот же самый формат для обозначения территории этнического проживания, допустим, общество малхи или майи. И в этом случае уже используя ту этимологию слова «ке», которую мы обнаружили, мы видим, что слово «киста» или «кисты» означает «ки», то есть «вратников ста страна». Таким образом, кисты – это чеченский вариант названия тех обществ, которые проживали в горах, это название горцев, самоназвание, которые называли себя по тем вратам, которые они охраняли и оберегали. А дзурдзук или дурцк
Это та же самая семантика, то есть то же самое значение, страна вратников, область вратников, но термин этот употребляется в отношениях тех же самых кистов, то есть чеченцев, горцев, в отношениях употребляется грузинами, употребляется древними грузинами, древними армянами и, по всей видимости, персами. Но этимология, как я сказал, у одного слова, по всей видимости, индоевропейская, то есть не чеченская, это дурдзук или дурцк. У другого слова, собственно, чеченская этимология происхождения этого слова, то есть кисты, означают они одно и то же и употребляются для обозначения одного и того же народа. Это страна, область вратников, тех самых 12 врат, о которых говорят Баладзори и Ибн аль-Факих. И в этом смысле, значит, учитывая то, что термин дзурдзук, он был более распространен и был вытеснен с 18 века термином кисты, собственно, как до недавнего времени, да и сейчас нас называли грузины. И на сегодняшний день, как нами было отмечено, термин чеченети заменяет и вытесняет уже исторический термин кисты. Это закономерные процессы, как мы сказали. И в этом смысле, завершая вот эту вот мысль, надо сказать, что мы с Магомедом Башировым выдвинули свою теорию по семантике и этимологии вот этих двух терминов, которая нам представляется верной. И переходя к следующему вопросу, опять же, возвращаясь к ранее упомянутым нами персонажам, это личность Фарнаоза, иберийского царя, и его сына Саурмага. Значит, как было отмечено, Фарнаоз фигурирует в источниках как человек, который жил в III веке до нашей эры, и он был царем Иберии. Женился он на дзурдзучке, то есть женщине из дзурдзукского племени. И интересно следующее. Само имя Фарнаоза, Фарнаоз или Фаранс, оно обнаруживает полную параллель с бывшим городом, ныне это просто развалины горного аула, который назывался Фаранскел. Фаранскел – это один из самых крупнейших центров приграничного современной Грузии общества Майста. Значит, мы обнаруживаем сильнейшую фонетическую, то есть звуковую связь, вот эту параллель Фарнаоз и Фаранс. Другое совпадение – это имя сына Фарнаваза и Дзурдзучки, то есть выходца из племен наших предков. И этого сына звали Саурмаг. Вот этот вот Саурмаг, он обнаруживает параллели с чеченскими именами Сермак, значит, Эрсмак, Хейсмак и так далее. То есть словообразовательные термины здесь имеют чеченские параллели. Следующий интересный момент. Дзурдзуки считаются потомками Дзурдзука. И этот Дзурдзук считается сыном Терета. Терет или Тирет. Так вот, вот этот вот термин Терет или Тирет, на картах он фигурирует как Терето. Мы знаем, что Терпи – это аул соседнего с Майстинским общества Малхиста. Мы его и ранее упоминали. То есть, опять же, мы обнаружим вот эту вот приграничную с Грузией топонимию, которая обнаруживает параллели в событиях, связанных с первым упоминанием дзурдзуков в письменных источниках. Еще далее, если мы посмотрим на эти совпадения, сам термин дзурдзук вообще везде, в таком виде, в каком мы его сейчас слышим, зафиксирован, насколько нам известно, только в одном месте. Это место, если не считать там карты, которые позднее были употреблены для обозначения каких-то территорий, значит, этот топоним имеет отношение, опять же, к территории современной Чеченской Республики. Находится он на речке Ваштар, которая впадает в Аргун. То есть это совсем небольшое расстояние между, собственно, Аргунским ущельем, считайте, боковое ответвление Аргунского ущелья. Вновь мы связываемся с Аргунским ущельем. Все эти совпадения очень интересны, поскольку, согласно тем же источникам, допустим, Леонтий Мравели говорит о том, что Саурмаг, после того, как он воцарился в Иберии, он переселил половину дзурдзуков, опять же, предков чеченцев, переселил на территорию Сванетии. В Сванетии, самое верхнее, вот, вольное Сванетие, находится общество Малхур или Малхар.
Собственно, сванов чеченцы называют Малхаруи. Этот этноним употреблен, вернее, отмечен еще Волковой в своей монографии, где показывается, что чеченцы называют сванетов Малхарами. В этом смысле все эти параллели, они заставляют задуматься, если не об этнической принадлежности, собственно, первых иберийских царей, то хотя бы об мотивированности их связей с вот этими дзурдзуками и принадлежностью конкретно вот этих дзурдзуков, с которыми они породнились, то есть родители, родственники Саурмага и, как говорится у чеченцев, Стунцхой, царя Фарнаоза. Вот то, что касается этого вопроса. В этом смысле достаточно много интересных материалов. В том же источнике у того же Леонтия Мравели сообщается, что после того, как прекратилось правление Саурмага, править стал царь Мирван, и при царе Мирване вот эти дзурдзуки, которые были переселены частично, согласно этому источнику, переселены на территорию современной Грузии, вместе с черталами, которые были в родстве с дзурдзуками, ну, фактически одного происхождения, просто территориальное общество черталы выделяется в этом повествовании. Они, значит, подняли восстание против царя Мирвана. И сообщается, что царь Мирван собрал войско, со своим войском выступил против вот этих черталов и дзурдзуков и вытеснил их на территорию в тыл или внутрь Дзурдзукетии. Далее сообщается, что после усмирения дзурдзуков царь Мирван то ли захватил крепость, то ли построил заново новую крепость, которая называется Дарула в одном источнике, либо Дарубал. Вот это Дарула буквально означает «малый дар». Параллель исследователи проводят с крепостью Дарьяльской. То есть считается, что Дарула – это Малый Дарьял. И вот по месту дислокации, то есть где располагается эта крепость, существует разночтение. Исследователи выдвигают разные предположения. Кто-то связывает ее с Цилканскими вратами, кто-то выдвигает другие версии. У нас тоже есть своя версия. Но прежде чем перейти к ней отметим, что на территории Кавказа вот этот вот термин «дар-дур» как обозначение крепости, он очень распространен. Допустим, Дербент буквально означает «дару-банда», где опять мы обнаруживаем «дару» крепость. Дарьял буквально означает «дару Аллан», то есть алланская крепость, опять же «дар», тот же термин. Ну и вот этот вот «дарула» как «дарец», да, там «дон», «донец», «дар», «дарец», то есть «малый дар» или «малый Дарьял». И в Чеченской республике есть общество Дюерхой, которое проживает в Аргунском ущелье, и оно объединяет вот под этим термином несколько аулов, которые имеют разные имена, но в общем они называются Дюерхой. Так вот, этимология слова «дюра» та же самая, как мы уже отметили, это «дор», «дар», это «дверь», «горное ущелье», «горные врата». И когда поднимается вопрос о том, где располагалась крепость Дарула, где она была отстроена, то мы утверждаем, что она, по всей видимости, может быть отождествлена с вот этим вот обществом Дюрахой. Причин этому очень много, мы обозначили это вместе с Магомедом Башировым, обозначили это в наших исследованиях, опубликованных статьях, но, по крайней мере, это совсем другой, иной взгляд на историю. Значит, хочу, завершая это выступление, сказать, что, как было отмечено ранее, теме кистов и дзурдзуков уделяется очень много внимания, и некоторые представители различных обществ пытаются ограничить это определение только на себе, при этом абсолютно не считаясь с результатами ДНК-исследований, то есть ДНК-генеалогии, которые показывают следующее. Если учитывать, что упоминание древнейших дзурдзуков мы можем относить к III веку до нашей эры, сегодня 2020 год, кто не в курсе, значит, и если учитывать, что согласно результатам ДНК-теста, вот те общества, которые пытаются только на себе ограничить понятие кисты и дзурдзуки, их общий предок самое большее, там, около 1500 лет тому назад жил, только предок. Это еще не Нехай, это еще не Гар, это еще не Теп, и уж тем более это еще не народ.
то речь идет об проживании их общего предка только в середине первого тысячелетия нашей эры, то есть в VI веке ориентировочно. VI век нашей эры, III век до нашей эры, первые упоминания. Думайте, друзья, думайте и не делайте глупостей. Адык Вирш.